Я рада, привет. Я рада приветствовать всех в прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио ТТИМ национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. Сегодня в студии ведущая я, Бурдукова Ольга, член регионального общественного движения «Трезвая Якутия», руководитель проекта «Парадигма трезвости». И мы продолжаем цикл лекций про трезвость. Хочу представить нашего гостя Матвей Иванович Лыткин, кандидат педагогических наук, председатель Общественной палаты городского округа Якутск, председатель Якутского регионального отделения по пропаганде здорового образа жизни «Трезвая Якутия», руководитель регионального отделения «Трезвая Якутия», вице-президент Международной академии трезвости. Здравствуйте. Добрый день. И в самом начале хочу поздравить со 130-летним юбилеем всех работников радио. Именно благодаря величайшему созданию первого в мире радиоприемника у нас сейчас есть возможность вещать, делиться знаниями с людьми на расстоянии. Так что всех работников радио с праздником. Ну а мы продолжаем. И на прошлом эфире мы начали разбор темы «Русский демографический крест». И это явление в основном происходило с 1992 по 2001 года, когда количество умерших многократно превышало количество рожденных. Ну и это действительно была настоящая война против народа. И то, что мы продолжаем эту тему, вот прям буквально накануне большого нашего праздника, тут прям действительно святого праздника, да, для всех россиян, День Победы. День Победы — это вот та война, которую российский народ выиграл благодаря трезвости. И озвучивать, говорить про трезвость — это прям наша величайшая задача. Итак, вот в тот раз мы говорили про эту тему через призму человека, индивида. А вот все-таки в масштабах страны большую роль играет политика. И, как говорил еще академик Федор Григорьевич Углов, главное сокровище страны — это генетический код нации. В общем-то, то, чем должна заниматься политика, это сохранение и народосбережение, да, то есть вот самая главная задача. И, Матвей Иванович, вы, как убежденный трезвенник, как опытный политик, лидер регионального общественного движения «Трезвая Якутия», дайте, пожалуйста, рекомендации, предупреждения. Ну, вообще, вот давайте поговорим почему произошла вот эта вот ситуация, да, и самое главное, сегодня, когда я в очередной раз готовилась, у меня произошло такое понимание, что вот последняя советская кампания по борьбе с алкоголем началась 7 мая 1985 года. По 1990. Как раз 40 лет. И вот это событие, оно неоднозначно в нашей истории. Давайте немножко про это поговорим, и вот потом я все-таки перейду к другой идее. Что же это было за кампания, почему вот про нее неоднозначно говорят, и вообще для чего ее приняли? В первую очередь я хочу поблагодарить работников радио нашей республики. Действительно, это самый быстрый способ общаться с народом, с населением республики, несмотря на расстояние. И, значит, что касается республики Саха-Якутия, то самые первые шаги по отрезвлению народа сделал вот Алексей Алексеевич Кулаковский. Он создал первое общество трезвости. Почему он это сделал? Потому что он видел, как алкоголь пагубно влияет на здоровье отдельных людей и в целом народа. Вот так он перечислил все народы Сибири и Дальнего Востока и выяснил там исчезающие народы. Вот, и в том числе вот байкальские якуты, он
отметил у себя, да, что они вот спиваются, и это очень плохо влияет, вот как сказал Федор Григорьевич Углов, на генетический код. И в своем письме якутской интеллигенции, да, в преддверии вот великого праздника Победы, мы должны обязательно трезвиться и бодрствовать, как говорится в Священном Писании. Потому что враг радуется, когда мы пьяные друг друга убиваем. Этого не должно быть. Ну да. Да, поэтому вот Алексей Алексеевич Кулаковский в своем послании якутской интеллигенции на все года вперед, на все века вперед сказал, что некультурный народ не может сам бороться с этими видами культурной услады. То есть он вот новые традиции с алкоголем, он вот так отмечал, что народ даже не понимает их вреда. Ну, как обман. Да. Это вот как сейчас зарождающаяся наука сабриология говорит, да, ложные убеждения. Есть правильный путь, есть ложный. И вот многие, вот сейчас это уже идет как в масштабах народов, масштабах государств, стран, республик, могут идти ложным путем. И одним из этих ложных путей это является вот алкоголизация населения. Большинство населения убеждены в том, что да, пить по праздникам вот сейчас Великую Победу, помянуть там ветеранов, там это без алкоголя как бы нельзя. А кому-то это вот свечку поставил, молитву прочитал. Это уже вот очень, очень добрая такая вот традиция, да. А алкоголь, вот он как говорит, это культурное как направление, это вообще ложь, как говорил Федор Григорьевич Углов, Александр Николаевич Майоров. Вот. И здесь вот я начал бы нашу передачу, вот отрывок. Вот извините, я записал, тут очень большая поэма «Арг», и Валентина Никентьевна, наша соратница, перевела. И вот смотрите, что пишет Алексей Алексеевич Кулаковский якутской интеллигенции, нашему народу наперед он подсказал. Он пишет вот такие строки. «Самого умного, мозговитого моментально в дурачка превращает алкоголь, да? Самого ласкового, душевного, сердечного, словно зверя ожесточает. Здорового больного превращает. Молодого в старца превращает. О чести забыто, совесть пропита. Чиновнику поприще портит, заставляет дружить с посохом. Сытого лишает пищи, богатого делает нищим. Высоких низводит до низу, почтенных пускает по миру. Детишки родятся хилыми, потомки окажутся гиблыми. Драться пьянство тебя научит, воровству тебя приохотит, человека убить заставляет, с лютой каторгой познакомит». Вот такие строки писал Алексей Алексеевич Кулаковский про алкоголь. Да, это же только вообще про один предмет, да? Сколько, в начале века вообще. И поэтому государственная политика должна быть очень конкретной. У нас есть пример. Вот вы правильно отметили о том, что 40 лет вот последней антиалкогольной кампании, да, так называемый Горбачевский сухой закон, но он не был сухой закон. Там раздавали талоны и пьющим, и не пьющим. И как вот тогда смеялись, что стали пить и язвенники, и трезвенники, да. Поэтому там неоднозначная это была кампания. Но тем не менее, вот есть хороший опыт вот нашей республики, отдельно взятой. Почему наша республика должна обратить это серьезное внимание на государственном уровне? Потому что северные регионы, северные территории от алкоголя страдают больше всех. Больше всех, потому что низкие температуры способствуют большему отравлению, большему как бы разрушению организма человека. И, ну, несмотря на это, вот, если государство, если республика, если правительство в комплексе начинает действовать,
то получается хорошие результаты. Вот 15-18 год на основании того, что с 2010 года были приняты антиалкогольные меры по ограничению, помните, вот время ограничили, доступность от учебных заведений и так далее. И вот у нас Юрий Никентьевич Жигусов, социолог, обращал внимание на статистику, что же происходит там в цифрах. И вот смотрите, торговые объекты сократились на 48%. Объем продажи на 45%. Но это именно алкоголя же. Да, алкоголя. Заболеваемость алкоголем на 63%. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, кое сейчас вот очень большой процент, да, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%. Смертность от внешних причин, тоже вот Айсен Сергеевич отметил в своем послании, что очень много смертей у нас в республике от внешних причин. Выпил, замерз, выпил, сгорел, выпил там, и очень много вот ДТП и так далее происходит по вине вот употребления. Человек теряет вот координацию, дееспособность меняется, да, зрение там все. И смертность от внешних причин на 43% вот за этот период, ну, скажем, с 10 по 18 год на 43. Смертность от убийств, да, все тяжкие, особо тяжкие преступления, вот если вот взять, открыть интернет сейчас, там, где убийство, там, где это, всегда присутствуют следы алкоголя, да, это сократилось на 60%. Смертность от суицидов на 51%. И смертность мужчин трудоспособного возраста, да, особенно вот сейчас актуально. Мужчин, здоровье мужчин и вообще количество мужчин, да, 41%. Это же показатель того, что все-таки, я не говорю, что это все точь-в-точь копейку, да, но все-таки сдвиг-то пошел. Ну, сдвиг серьезный пошел. Это показатель того, что все-таки вот комплексный подход, когда всем миром, да, и правительство, и общественность, люди берутся, то даже самые сложные вопросы, вот вопрос алкоголизации один из самых сложных, я считаю, то имеет вот как бы положительные результаты. Вот так вот. И ну вот хотела спросить, это получается на фоне каких мер сокращения это ограничение, по времени? Это вот 205 трезвых сел, да, это введение трезвых сел. Это очень большая просветительская работа, да, вот мы помним, как профессор, академик, президент Международной академии Александр Николаевич Майров 53 раза переезжал в Республику Саха-Якутия. Это же вообще каждый приезд его это сопровождался встречей с людьми, лекции, руководители на правительственном уровне встречались. Михаил Ефимович Николаев, да, вот когда принимал доктрину здорового образа жизни, это же тоже неспроста. Ну вот и департамент по сохранению генофонда. Вот создавался департамент по охране генофонда. Действительно, это очень актуально и очень необходимая была мера. Важные шаги. Да. И поменяли же все-таки. В 1984 году уровень употребления алкоголя, да, если взять вот Советский Союз, был 25-30 литров, включая младенцев, которые лежали, как говорится, в люльке. Это же вообще какая-то если мы, получается, антинародная убираем статистика. Кто в силу возраста еще не отравляется, да, скорее всего, то есть с 18 лет, да, то есть от 0 до 18, если мы это все перекидываем на взрослое население, там... А вообще международный опыт показывает, что статистику берут с 15 лет. А у нас с нуля и вперед. И на всех делим. Поэтому сегодня, когда мы говорим 5-6 литров на душу населения, и это, оказывается, Всемирная организация здравоохранения вроде бы там оптимально считается, это для нас это не оптимально. 15 лет ребенку. Ребенок. Да, это еще ребенок. Еще не... Да. Поэтому вот международный опыт, практика показывает, что с 15 лет считает, а у нас с нуля.
Это неправильно, это надо поправить. Поэтому вот это обман, вот тоже сейчас же это вот обман. состоится форум, одна из предложений должна вот именно нести, как поправить и сделать в соответствии, как говорится, вот с мировой практикой. Да. Да. И вот еще такой момент, то, что вы сказали, да, получается, алкоголь употребляет-то один, а страдает много. Всё. Да, то есть те же самые ДТП. Один буйный может всех на уши поставить, весь поселок. Да. Покоя нет, ни голове, ни полиции, никому покоя нет от этого. Пьяницы, да? Вот недавно мы слышали тоже, вот у Лусы тоже практика. Пьяный разбушевался и снес всю камеру, где его закрыли. Это же тоже вот очень... Таких случаев очень много. Да. Сейчас особенно вот сезон охоты, да, вот типа вот, ложное убеждение, что надо кормить алкоголем землю, матушку. Не надо. Это наоборот отравлять. Да. Поэтому вот таких ложных направлений, ложных убеждений очень много. И, конечно, необходимо вести просветительскую работу. Наша задача, вот, если подходить, вот, если государство имеет принцип, да, вот, научности, мы не должны повторять ошибки прошлого. Вот, надо же по правильным, как говорится, убеждениям, по научно обоснованным направлениям вот, идти. А наука говорит, что алкоголь это и есть самый настоящий наркотик. Протоплазматический, как нам говорил Карл Георгиевич Башарин, что это убивает клетки сразу. На клеточном уровне идет изменение, деградация. Поэтому вот такой подход. Ага. И вот еще вот хотела уточнить, вот как раз когда вывели алкоголь из продуктовых отделов, да, из продуктов, это же в какие годы были приняты это вот с 2010 года ограничительные меры, и Егор Афанасьевич Борисов, когда мы организовали управление госалкоконтроля, и вот тут разделение от продуктовых магазинов, отдельно алкомаркет. Вывели. Да. Вообще, да, и вот общественники, которые приезжают с России, они просто аплодируют стоя. Говорят, это вот прям уникальная штука. По России мало где это есть. Да, и здесь вот за основу было взято, что ребенок зашел в магазин за хлебом, а тут алкоголь. Это табак. Ненавязчивая реклама, да? Как будто бы это тоже продукты. Да. И поэтому вот это очень негативно влияет на психологию ребенка, поэтому разделение это очень правильно. Это вот как раз же начинается программа. Ведь алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, да, а с первой увиденной рюмки. Да. В руках матери или отца. Да, в значимых взрослых. Поэтому вот эти вот шаги как раз они привели к вот этой вот, на самом деле, замечательной статистике, что количество людей, страдающих от последствий алкоголя, это уменьшилось. И согласна, что на сегодняшний день жить вот элементарно вот на уровне города, да, жить стало безопаснее. Где-то года 2 назад я на работу и с работы шла через парк. И иногда бывало так, что я задерживалась на работе и в темное время возвращалась, то есть там в 10 часов вечера, а где-то в августе это уже темно, да. И я поймала себя на мысли, что мне, в общем-то, не страшно идти по темному городу. Тем более в парке. И я себе вот этого честно представить не могу, где-нибудь в начале 2000-х, что я в темное время суток могу через парк спокойно идти. А тут идешь уверенно, спокойно. То есть все равно вот эти вот меры, которые были приняты, они, конечно, дают свои плоды и становится спокойнее, становится безопаснее. Я согласен с этим, потому что и многие говорят, что цифры там, статистику можно там сколько угодно писать, переписать. А есть народные вот эти индикаторы, да. Мы сейчас уходим на рекламу, и потом вот про это мы обязательно договорим.
А мы продолжаем эфир, и все-таки хочется снова вернуться к антиалкогольной кампании, которой мы отмечаем 40 лет, да? А почему было принято вот этот указ, почему было принято решение начать антиалкогольную политику? Ну вот это же целая страна, еще был 15 союзных республик, все вместе, Советский Союз, и такая огромная страна приняла вот такое решение, да, запретить. И это не на пустом месте, это шло долго, письма летали со всех концов Советского Союза о том, что вот сколько убийств, сколько пожаров, вот то, что мы говорим, последствия от алкоголизации населения, снижение производительности труда, то есть которое повлияло на в целом экономику. Поэтому это не на пустом месте. Но это получается движение снизу было. Движение было снизу, всегда это снизу идет, да. И тут надо отметить то, что почему эта кампания вот так быстро остановилась и так быстро как бы завершила свою работу. К сожалению, в Советском Союзе в эти времена 25% бюджета страны набиралось от продажи алкоголя. Это триллион рублей. Понимаете, это триллион рублей шли на уничтожение своего народа. Прям целенаправленно. Если правде в глаза посмотреть, да. Поэтому то, что вот это экономическое повлияло, сейчас времена другие. Сейчас вся продажа пошла в частные руки. Так? Потом ошибка была в том, что метода прессы не было использовано. Сейчас мы наблюдаем, и по всему миру, да, по всему миру очень эффективно работает метод прессы. А что это за метод? Это метод, с одной стороны, обязательно подготавливается почва. То есть это уроки, это лекции, это семинары, это руководителей ведущими учеными, там лекции проводятся. То есть население готовит, а потом вводят ограничительные меры. А потом опять повышение повод, образованности в этом потом, вопросе. Да, вот это население надо обязательно оповещать. Вот мы в свое время принимали концепцию информирования населения о вреде употребления алкоголя. Вот когда нам говорят, вы все время одно и то же говорите, но это надо переубедить людей. А переубеждать это сложнее, чем убеждать. Ну да. Да. Переделывать всегда сложнее. Переделывать это очень сложно. Поэтому мы вот сейчас, когда готовится форум к 40-летию вот эти антиалкогольные последние кампании Советского Союза, одно из предложений наших – это вести уроки трезвости в школах. В школах. Да, всего. Это здорово. Я лично, вот, например, около 30 лет в этой сфере, да, антиалкогольная кампания, здоровый образ жизни. 3 поколения выросло бы, если это будет системный подход. Есть учебники, есть материал, есть все готово, как говорится. И если ввести уроки трезвости в школы, это через 10 лет мы получим очень другое поколение, которое будет убеждено, что алкоголь – это самый настоящий табак, самый настоящий яд, наркотик. Знать будут. По существу, по правде, как говорится, да. Поэтому вот то, что хотели как лучше, да. Но, несмотря на это, вот на бюджет образования тогда продажи алкоголя, вот какие были меры, да, приняты? Первое, это было, пытались поднять возраст продажи с 21 года. Да, это тоже сейчас лоббируется, но пока еще, мне кажется, не принято. Реклама телевидение, радио, вообще во всех средствах массовой информации
тогда вот как этот указ имел содержание, полный запрет в общепитах. Сейчас, например, пиво, да, вот продается круглосуточно в общепитах, там, наливайках, так называемых. Это очень вредно. Запрет вот вблизи учебных заведений, там, детских учреждений, медицинских, это все вот, как говорится, и сейчас применяется. И тогда это было включено вот в этот большой указ. Алкоголь продавался только в специальных магазинах. И вот то, что мы претворили в жизнь, это вот уже, как говорится, доказанное, уже принятый опыт, да. Ну вот, честно Да. говоря, знаете, вот хочу добавить, мне кажется, было бы еще и очень ценно, если бы ставили какие-то ограничения по количеству магазинов. Да, вот здесь как раз и в том указе тоже было пункт, когда правительство там, да, регионов, там, республик сами имели, как говорится, полномочия, сколько магазинов должно быть. И, видимо, очень ограничили сильно, да? Очень сильно. Ну, я не знаю, ну, вот буквально... Ну, я помню, на днях что мы с в подругой этих магазинах люди получали травмы, что когда толкались в очереди. Очень-очень сильно. Вот, и время было тогда с 2 до 7 вечера ограничения были. Сейчас вот в Вологодской области очень серьезные ограничения приняты. Это как опыт. Я думаю, что вот на форуме Общественной палаты России 15-16 мая приедут, будут рассказывать об опыте, какие первые шаги, какие результаты, какие сопротивления, там минусы, плюсы они скажут. Вот в этом. Ну, вообще было бы, мне кажется, здорово вывести вообще, в принципе, алкомаркеты за город. Но люди всегда забывают о том, что дало вот это вот ограничение. Тогда же, понимаете, вот об этом не говорят громко. 25-30 литров, включая младенцев, статистика, да, это огромное количество. Это почти больше 40 литров на человека, да? Его возвращаясь вот к вашему вопросу, вот индикатор. Есть статистика, а есть народные индикаторы. Вот многие люди сейчас замечают, что или свадьба, или юбилей, или там другие праздники, алкоголь стоит. Люди вообще... Трезвые праздники. Да. Много где даже алкоголя нет. Вообще, если даже не поставят... И никто и не заметит. Никто не заметит. Да. Пусть там морс, там сок и так далее, да. А всегда забывает о том, что дало вот это ограничение. Любое ограничение дает положительный эффект. Вот это мы видим в селах, которые ограничили. Это очень так радует, когда ограничения и сразу какие-то вот положительные результаты. Например, вот Горбачевский сухой закон что дал? За 2 года всего лишь на 1,5 миллиона детей новорожденных стало больше. Здоровых, притом, детей больше родилось. Так, эта статистика говорит о том, что вот в истории СССР такого не было. За всю 40-летнюю историю, последнюю, да, уменьшилось количество пациентов в психиатрических больницах. Да? Сократилось количество преступлений, совершаемых на почве вот, пьянства, спиртных. Да? Смерть от употребления алкоголя, опои, там, да, сократилась до 0. Смертность от употребления алкоголя. Да, вот впервые в истории СССР произошло резкое снижение смертности. Да, это смертность от внешних причин. Тоже это все связано с употреблением алкоголя. Поэтому, когда мы говорим, у нас в республике высокий уровень от внешних причин смертности, то вот ограничительные меры дадут сразу хороший результат.
Повысились показатели трудовой дисциплины. Прогулы сократились до 45%. Конечно, это тоже связано с употреблением. Увеличилась средняя продолжительность жизни, с чего мы сейчас добиваемся. Есть же национальная политика, то вот средний возраст должен достигать 82. Мы должны к мировым лидерам приближаться. На 30% снизилось количество несчастных случаев на производстве, ДТП и так далее. Вот сейчас сводку я слышу, как председатель общественной палаты по городу Якутск. Каждую неделю десятками ДТП там с травмами, со смертельными исходами и так далее. Это и финансовые доходы населения самое главное. Вот как говорил Михаил Дмитриевич Челышев, депутат Госдумы России тогда, он говорит, только трезвый человек может быть материально обеспечен. Действительно, да, вот мы тоже смотрим, вот в трезвых селах все это происходит. Это как копирка происходит. И по уголовным преступности, и в смертность, и обращаемость в больницу. Например, вот у Салданский Тумул 2 магазина работало, закрыли. Через год посмотрели на статистику амбулаторную. Было 600, стало 30 обращений. Просто обращений. Представляете, вот это все это вот динамика, как сильно влияет на экономику республики. Ну, вот получается тогда вот та кампания, она была, однозначно в плюс, Да. но было много дезинформации, получается так. Вот как пишут, да, в литературе, там сейчас вот посмотреть, самая главная причина была вот экономическая составляющая, потому что страна сильно, Зависела, 25% бюджета, это же огромные деньги. Ну да. Ну а сейчас России этого нет. Сейчас продажа алкоголя в частных руках. Поэтому этой проблемы нет. Ограничивать надо, ограничивать и защищать свое население, свой народ надо. Ну да. Тем более каждый рубль, принесенный алкоголем, да, заработанный на алкоголе, Да. он же как убыток дает 10 рублей. Я да? вот всегда говорю, да, вот только город Якутск 3 года назад на приобретение алкоголя население города Якутска потратило 6,5 миллиардов рублей. Умножай на 10, сколько получается? 65 миллиардов. Потом мы удивляемся, почему у нас вот город, как хотелось бы, не улучшается, почему у нас грязные улицы, грязные все. Ну да. Это все влияет. Вот. Это только на покупку, да, получается? Да. А плюс потом еще восстановительные, да, восстанавливаем это здоровье. все вот это все. Искахов все посчитал, сколько больниц вот на эти это 10 рублей, теряет, да? и средств, пожарные, полиция, все вот все совокупности 1 рубль выходит от 6 до 10. Ну, на севере я согласен, да, до 10 рублей это точно. Поэтому, если мы хотим развиваться, да, если мы хотим своим детям оставить хорошее, развитое сообщество, то мы обязательно должны вот с этим злом бороться. А зло сидит вот в головах, потому что нас, большинство населения, убедили в том, что алкоголь – это расслабление, алкоголь – это праздник, алкоголь – это отдых. Это все ложь. Как говорил академик Углов, величайший сын русского народа. Он говорил, что как только человек узнает правду об алкоголе, он перестает его употреблять. Я вот благодарен Карлу Георгиевичу Башарину, что в свое время он меня убедил, что что показал мозг человека и говорит, рюмка водки убивает 10 тысяч мозговых клеток твоих, и тебе это надо, говорит. Я говорю, не надо. Я не блистал умом и здоровьем, да. Поэтому то, что есть, надо сохранить. Вот, поэтому наша политика государственная должна быть только на отрезвление. Вот как Михаил Ефимович
своей доктрине об этом говорил, и не зря он 53 раза просил Александра Николаевича Майорова приехать, убеждать наших людей. Вот эта вот информация очень людям нужна. Ну, получается, мы его сейчас же и не пожинаем пишут. плоды Вот тех этой лекций. трезвой информации очень мало. Да. Очень мало. Почему? Почему? Потому Почему что вот про трезвость мало если кто человек говорит? поднимает бокал на Новый год, Мгм. хотя бы один раз в год бокал поднимает, он про трезвость писать не будет. Потому что это против его моральных убеждений. Вот такая вот духовная, нравственная составляющая. Поэтому, если мы говорим словами Владимира Георгиевича Жданова, да, только трезвая Россия станет великой. А Россия обязательно должна стать великой. И победить вот в этой передряге, когда мы пьем, когда мы употребляем это море алкоголя, кто радуется? Только наши враги. Ну, так сами себя Да, уничтожаем. только наши враги. Мало то, что сами себя, так еще и своих Да. детей, да, внуков. То Поэтому есть я вот прям- удивляюсь словам Священного Писания, да, трезвитесь и бодрствуйте. Потому что дьявол ходит вокруг вас, как рыкающий лев. Вот так вот. В жизни оказывается вот так. Мудрость откуда? Ну да. Вот. Поэтому нам сейчас, если республика развивается, думает о будущем поколении. Да, у нас же вот стратегический-то план, У да, нас какого первая 36-го задача — года. это трезвиться. Да, обязательно. Да. И первая задача, вот я всегда говорю на всех встречах, на всех совещаниях, почему у нас вот ни в одной школе нет уроков трезвости? Всяких уроков много, которые потом в жизни пригодятся, не пригодятся, я не знаю, но трезвость обязательно. Каждый день пригодится трезвость. Об этом мы не учим. Мгм. Где правда? Так и самое вот уникальное, что уроки Шичко, они в принципе же и не только про трезвость, они же пригодятся во всех сферах. Во всех направлениях. Да, и ну, уже мы близимся к завершению, и вот у нашей Якутии, в нашей республике наработан интереснейший опыт по сохранению и восстановлению трезвости. И только целенаправленная государственная политика, подкрепленная достаточными финансовыми и научными ресурсами, работающими над законодательными механизмами и поддержкой общественности, способна кардинально изменить ситуацию и обеспечить устойчивое демографическое развитие страны. Трезвость – это естественное состояние человека, которое дается с рождения.